8 тысяч выпускников республики сдали сегодня единый государственный экзамен по математике. Он является обязательным предметом. Наш корреспондент Ульяна Шагина побывала во второй школе и пожелала школьникам удачи. Как отмечают сами выпускники, математика для них является одним из самых сложных предметов. Готовились к ней многие за несколько лет до ЕГЭ. Готовились к нему все 11 лет. Подготовка сама себя покажет по оценке. Ну, какие чувства? Я спокойный вообще. Как бы я пришел, посмотрел, да сдал. Да. Нет, но я спокоен. Это даст мне какую-то, знаете, фору, что ли это. То есть люди, которые умные, они много знают, но они волнуются, а у них ничего не получится. А я ничего не знаю, но я спокойно, я сдам. Готовилась, получается, в течение всего года. Сейчас чувствую себя спокойно, не волнуюсь. Экзамен же. Сколько процентов В 90. Экзамен по математике является обязательным предметом, впрочем, как и русский язык. Остальные дисциплины на выбор. Есть в этом году и некоторые изменения в правилах ЕГЭ. К примеру, экзаменационные задания распечатываются только в начале экзамена, после того, как вводится электронный ключ. Больших существенных изменений нет, если только сказать, что участник может выбрать математику либо в профильном уровне, либо в базовом. Это во-первых. Во-вторых, в иностранных языках добавился китайский язык. И в-третьих, в КИМах есть некоторые добавления, изменения, но несущественные. Например, по русскому языку добавилось, в 21-м задании тоже есть изменения в формулировке, вопросов. Экзамен по информатике в этом году пройдет в электронной форме. Между тем, выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня. Также можно изменить уровень по математике на базовый или профильный для пересдачи в резервный день. С собой можно взять только воду, ручку, шоколад и лекарства, если есть справка от врача. Естественно, никаких шпаргалок и средств сотовой связи. За это могут аннулировать результаты теста. Подготовили все кабинеты, все оборудование. Печать КИМов производится в кабинетах, в аудиториях. И также в КП работают блокираторы сотовой связи, то есть не будет возможности. Все по технике, по протоколу подготовлено. Пересдача экзаменов состоится в резервные дни. Они продлятся до 1 июля. Между тем, результаты первых испытаний по литературе и географии предварительно будут известны 1 июня. По математике – 11 июня. Ознакомиться с ними можно будет как в своей школе, там вывесят списки, а также на сайте государственных услуг. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.